Всем привет! Как вы считаете, что делает футбол по-настоящему красивым? Только крутые голы и невероятные сейвы вратарей? Как бы не так, иногда футболисты своими невероятными трюками и финтами приводят публику в экстаз, а соперников в бешенство. К вашему вниманию лучшие футбольные трюки. В матче Барселоны против Вильярреала бразилец Неймар сотворил что-то действительно невероятное. Сложно представить, какую технику надо иметь, чтобы выполнять такие трюки. Фанаты на стадионе сидели с открытыми ртами, а соперники еще долго не могли понять, как один человек оставил в дураках всю их защиту. Не так давно в матче Рочдейла и Брэдфорда, исполняя пенальти, Ян Хендерсон попал в перекладину и по правилам не мог добивать мяч в ворота. Но как будто установив телепатическую связь с одноклубником, быстро пригнулся, дав партнеру сзади него расстрелять вратаря. Фанаты ликовали, а соперники стояли, не понимая, что произошло. Наверное, не просто так Неймара называют одним из самых умных и техничных игроков в футболе. Ведь помимо защитников он делает посмешищем даже вратарей. Одним из таких стал Херонимо Рульи. Когда аргентинец, ничего не подозревая, выбивал мяч, нападающий одним ловким движением его отобрал, и голкиперу пришлось доставать мяч уже из своих ворот. С Неймаром шутки плохи. Что для вас значит быть одним из лучших в мире? Для Роналду даже после 30 оставаться в невероятной форме и быть одним из самых атлетичных игроков на планете. Подчеркивает такую характеристику гол Криштиану Ювентусу. После такого ему стоя аплодировал весь стадион, и следует признать, он это заслужил. Все гениальное просто. И с этим прекрасно согласен голландский талант Хаким Зиеш. Казалось бы, обычный замах, но и его хватило, чтобы усадить оппонента на пятую точку. Только посмотрите на эмоции его партнера в центре поля. Он идеально показывает реакцию фанатов на этот эпизод. Как вы отреагируете, если вас попросят забить ударом через себя с 25 метров? Ибрагимович посмеется и скажет «Дайте мне мяч». Именно так Златан и расстроил сборную Англии. Подкараулив ошибку Джо Харта, швед пробил так, как будто заранее знал, что мяч окажется в воротах. Радости и удивлению фанатов не было предела. Англия – футбольная страна. Здесь практически каждый клуб умеет творить чудеса на поле. Исключением не стал Нортхэмптон Таун, который в матче второй лиги против Лутон Таун из обычного штрафного удара сотворил настоящий шедевр. 2 передачи разрезали всю оборону соперников, а после гола на стадионе наступила гробовая тишина. Было слышно лишь ликование фанатов сапожников. Бразилец Данилиньо провел немного времени в футболке Атлетико Минейро, но успел запомниться болельщикам этим красивым голом. Сперва убежать от защитника, потом обыграть вратаря и забить в пустые. Рецепт успеха этого футболиста. Хорватский волшебник Реала не просто так получил свое прозвище. Его назвали за умение мастерски контролировать мяч и обыгрывать соперников как стоячих. Именно это Лука Модрич и сделал с игроком Барсы Андре Гомешем, обыграв его нереально эффектно. Как же легко это выглядело! Настоящий мастер! Отличительной чертой Месси всегда являлось умение выпутываться из сложнейших ситуаций. Далеко не раз он оставался в одиночку против толпы соперников и часто выходил победителем из схваток. Защитники Сарагосы вряд ли спокойно спали после игры против аргентинца, ведь он не слабо потрепал им нервы в матче. Покинув Барсу, Неймар не перестал показывать отличный футбол и радовать своих новых болельщиков прекрасными финтами. Практически в каждом матче во Франции бразилец демонстрирует игру высочайшего класса и обыгрывает соперников по нескольку раз за матч. Вот и против Лилля Неймар показал, на что способен, и заставил соперников бегать за собой прямо перед их штрафной площадкой. Что делать, если ты один и тебя со всех сторон окружили? Многие бы отдали пас на свою половину поля или выбили мяч, но только не Неймар. Бразилец не ищет легких путей. Пас только в сторону ворот соперника. Да еще как отдаст пяткой. Красиво, неожиданно, и фанаты довольны. Это ведь совсем не сложно, если ты Неймар. Очередной красивый трюк в копилку невероятного бразильца.
Главное правило защитников – смотреть на мяч, а не на ноги соперника. Но если против тебя играет такой технарь, как Андрей Ярмоленко, то становится сложно не обращать внимания на его движения. И действительно, это выглядит очень эффектно, и можно без особых усилий запутать мозг многим защитникам. Не зря говорят, что все южноамериканские игроки обладают каким-то особенным талантом. Конкретно в нашем случае колумбиец Кастильо имеет талант обыгрывать защитников так, как будто они не более чем манекены на тренировке. Так оно и получилось. Обскакал 3 соперников в их штрафной площадке и отдал голевую передачу на партнера. Смотрится очень круто. Кто бы сомневался, опять в моем списке этот бразильский кудесник мяча. На этот раз он решил порадовать нас трюком, который ранее проделывал в Барселоне. Неймар – тот еще любитель поиграть на публику. А еще бы, болельщики довольны, а соперника это настолько взбесило, что тот решил свалить на бразильца. Вот это круто исполнил. Думаю, такой трюк точно достоин вашего лайка. И вновь аргентинский форвард подтверждает звание одного из лучших игроков в истории футбола. Ведь немногие умеют делать такие вещи. Но лучше всего характеризует этот момент не его красота, а важность. Забил Лео на последних минутах первого тайма в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Соперник на этот раз – лондонский Арсенал. Как-то жаль становится вратаря в этом моменте, ведь его обыграли как ребенка. Нельзя не отметить блестящий контроль мяча от форварда. Еще бы, это же Месси. А вот корейский талант Тоттенхэма Сон явно встал с той ноги утром. Или, может, правильнее будет сказать, с той пятки. Да что там говорить, вы обязаны увидеть это сами. Сон не побоялся и рискнул пробить с нереально острого угла. Да еще и как, пяткой, стоя спиной к воротам в прыжке. И как же красиво все получилось. Мяч бильярдно залетел между ног голкиперу Уотфорда. И что-то мне подсказывает, что уснуть у него не получилось той ночью. Шпоры ликуют, а шершни негодуют. Ох уж эти переступы. Как же они полюбились многим игрокам. Прекрасно показывает это нам испанский вингер Эвертона Жерар Деулуфеу, который мастерски овладел этим приемом и может обыграть практически любого соперника. Даже представлять не хочется, что чувствует защитник в тот момент, когда ему запутали мозг этим финтом и обыграли. В любом случае, испанец получил заслуженные аплодисменты трибун, а соперник – порцию насмешек. Казалось бы, все до невозможности просто. Обычные ложные замахи. Но не стоит забывать, что когда за дело берутся настоящие мастера футбола, то все обычное превращается во что-то особенное. Так и случилось в этом моменте. Героем в нашем случае выступает полузащитник Интера Иван Перишич. Его жертвой стал защитник Ромы Антонио Рюдигер. 2 самых обычных замаха, но техничному хорвату даже их вполне хватило, чтобы дважды подряд усадить на 5-ю точку соперника. Очень сложно назвать немецкого полузащитника самым стабильным игроком в мире. Но если против него играет не самая известная и сильная команда, то тут точно жди беды. Для соперников, конечно же. Отличный пример момента, когда лидер канониров вовремя включился и на последних секундах принес победу своей команде. Да еще и как! На пути к голу ему пришлось обыграть вратаря, 2 защитников, а потом и вовсе закатить мяч в пустые ворота. Определенно, самый красивый гол в карьере Месута. Этот момент лучше всего подчеркивает атлетичность и ловкость Криштиану. Не хочется даже думать, что в этот момент творилось в голове у защитника соперников. Тут реально можно сломать мозг. Только посмотрите, с какой легкостью Роналду совершает такие быстрые движения ногами. Не у всех даже глаза следить успевают. Визуально все смотрится очень легко, но даже перед этим трюком у португальца за спиной огромное количество проделанной работы над собой и своим телом. Такой профессионализм вызывает только восхищение и уважение. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Чтобы не пропускать новые интересные видео, подпишитесь на канал. Также не забудьте поделиться роликом с друзьями. Пускай как можно больше людей увидят, на что способны звезды футбола. До скорых встреч, друзья!